Урачы доўга не маглі знайсці прычыну моцнага кашлю ў дзяўчыны. Потым высветлілася – мукавісцыдоз. Такі дыягназ Оксана Петрова почула ў 14 гадоў. Выратаваць змагла толькі перасадка органа. Ждала легкие очень долго, 3 года. Ну, в среднем около 1,5 лет ждут. У меня получилось долго. Это ожидание затянулось, и я стала как-то больше и больше вникать, а что такое трансплантация легких, собирать людей в одно сообщество. Вот так появилось сообщество ВКонтакте трансплантации легких в России, и сегодня это уже проект «Вдохни жизнь». Мы создаем свою организацию и выходим на новый уровень, чтобы решать более глобальные проблемы, которые связаны с этим видом пересадок и помощью людям в период ожидания и после. Мукавісцыдоз – генетычнае захворванне, якое паражае практычна ўсе органы і ў першую чаргу лёгкія. У Брэскай вобласці з такім дыягназам 17 человек, у рэспубліцы каля 120. Заболевание на самом деле, оно относится к редким, мало кто про него слышит, но дело в том, что каждый 20-й житель нашей планеты, страны нашей, да, России, Белоруссии, просто всей нашей планеты, каждый 20-й житель является носителем гена муковисцидоза. И в том случае, когда встречаются мама и папа, оба носители этого заболевания, очень высокая вероятность рождения ребенка с заболеванием муковисцидоз. На сегодняшний день заболевание не лечится, но опять же, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Расказаць пра хваробу, як з ёй жыць і змагацца, мэта аўтапрабегу, які прыехаў праз Расію і спыніўся ў Брэсце. У горадзе над Бугам волонцёры сустрэліся з навучэнцамі медицинскага колледжа. Это изначально был интернет-флешмоб. Фонд «Кислород» запустил флешмоб «Задержи дыхание» с целью показать как бы на примере вот простого действия, да, когда вы задержите дыхание, показать, что чувствует человек в момент, когда у него легкие работают всего лишь на 25%, и он уже не может дышать. Вот как раз в этом состоянии находятся все ребята, которые ждут пересадку легких. Трансплантация легких, кто таки донор, як можна дапамагчы людям с тяжким диагнозом, пытанні, які абмеркавалі падчас сустрэчы. Мы хотим говорить всем гражданам о том, что трансплантация – это один из методов лечения, это не что-то страшное и не что-то из темного бизнеса. Вот. Это один из способов вернуть людям здоровье. Калі нельга вылечыць нейкую хваробу, не значыць, што нельга дапамагчы захварэлым, гавораць валанцёры. І сваім прыкладам даказваюць, гэта не так складана. Еўгенія Мороз, Мікалай Кавалёў, тэлерадыёкампанія «Брэст».